В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. При высокой неявке в Абхазии прошел референдум по вопросу о досрочных выборах президента. Менее 1% председатель ЦИК подвел предварительные итоги референдума. Праздник для любимой столицы. В Сухуми торжественно отметили День города. 10 июля в Абхазии прошел референдум. В 7 часов утра открылись все участки. Голосование проходило в 33 округах на 151 участке. На референдум вынесен один вопрос. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента? В списке для голосования на референдуме было включено 133 202 человека. Но вряд ли референдум будет признан состоявшимся. Впрочем, обо всем по порядку. Наши корреспонденты работали по всей стране. Повсюду зафиксирована очень низкая явка. Как и во всех городах республики, в Гагре проходит референдум. Все участки с 7 утра, как и положено, готовы к приему граждан для голосования. В третьем избирательном участке округа номер 11 города Гагра с раннего утра все было готово для голосования. Но к 10 часам здесь проголосовало всего 10 человек. Ждем, люди придут. Мы готовы встретить всех. Как положено, в 7 часов, все в штатном режиме, все готово, комиссия на месте, люди идут потихоньку. На сегодняшнем на 10 часов 8 человек. Да. До скольки будет? До 8. 8 закрывается. Не отличается ситуация по явке голосующих и в третьем избирательном участке 10-го округа, в так называемом кемпинге. Бюллетеней 2600 на момент съемок, а это 12 часов пополудни, проголосовали 15 человек. У нас 2600 избирателей. В данный момент, 12 часов, 15 только проголосовало. Так открылись мы в 7 утра, все идет по плану. Сидим, ждем, посмотрим, что как будет. Своим мнением о проведении референдума с нами поделился депутат парламента Тимур Гулия. Я считаю, что проведение референдума неправильно. Но президент нашей страны, проявляя мудрость и идя навстречу нашему народу, насколько мне известно, более 20 тысяч подписей наших граждан было собрано и подано в ЦИК, затем президенту, и президент нашей страны не отказал. Избирательные участки во всех городах республики были открыты до 8 часов вечера. О результатах референдума будет известно позже. На Алакове, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Избирательные участки открылись в 7 утра, но члены комиссии прибыли на места намного раньше. Подсчитали бюллетени, сверили списки. Голосование началось согласно регламенту вовремя. Нарушений не наблюдалось. Впрочем, как и активной явки электората. Председатели избирательных участков не теряют надежды, что во второй половине дня ситуация изменится. Мы все открылись в 7 часов, готовые, все бюллетени были. Все нормально с утра. Конечно, явка, она не очень такая высокая. К 12 часам дня только 7 человек к нам уже пришло. А так у нас вообще общий список наших избирателей 1866 человек. Надеемся, что до вечера, до 8 часов вечера люди придут. Самые активные граждане оказались на третьем избирательном участке округа номер 3. Из 1447 проголосовали 14. Виктор Тимошенко ищет себя в списках. Он оказался 1220-м. Виктор пришел на референдум, чтобы выразить свое отношение к происходящему. И чтобы люди имели возможность на работу. У меня товарищ есть, он мастер на все руки. Ходит, баклуши бьет, но нету работы. И нигде даже в перспективе нет на работу, чтобы человеку. Понимаете, у меня такие претензии к правительству. На втором избирательном участке округа номер 6 по списку 1140 избирателей. К полудню проголосовали всего 4 человека. По словам наблюдателя данного избирательного участка, все проходит спокойно и без нареканий. По сей час не было никаких нарушений, никаких чрезвычайных происшествий. Все в тихой, спокойной обстановке. Надеемся, что будет также до конца 20:00. Людмила Лакоба, пожалуй, единственный избиратель на этом участке, кого нам удалось встретить. Таким образом, она решила выразить свою позицию. Президент сказал, будет референдум, вот я и пришла на референдум. Я даже не знаю, как там вопрос стоит. Сейчас возьму бюллетень и прочту.
потом видно будет. Сима Аргун, Саидайба, Абхазское телевидение. В самом густонаселенном районе Сухума, Новом районе, к референдуму был открыт один избирательный округ. К нему относятся 3 участка. Избирателей здесь 7911 человек. В соответствии с законом о проведении всенародного голосования все участки были открыты в 7 часов утра. Члены избирательной комиссии приступили к работе еще раньше. По словам председателя первого участка референдума Дениса Инапшба, в списках значатся 2639 избирателей. Из них к 12 часам дня проголосовали всего 11. Участок номер 1 был открыт в 7 часов. С 6 часов работает комиссия. На данный момент явка небольшая. Нарушений нет, без эксцессов проходит голосование. Аналогичная ситуация и на втором избирательном участке. Здесь в списках значится 3014 человек. Из них к первой половине дня проголосовали всего 7 избирателей. Согласно закону Республики Абхазия о всенародном голосовании, состав комиссии приступил к работе 5:30. Участок был открыт, участок номер 2 округа 1 был открыт ровно в 7:00. Посчитаны бюллетени, поставлены штампы, подписи. Но на это время 11:35 всего 7 человек проголосовало. Нарушений никаких не наблюдалось за это время. По словам председателя избирательного участка номер 3 Аслана Кабба, здесь тоже явка избирателей очень низкая. Участок номер 3 по округу 1, как и положено, был открыт в 7 часов. Это уже для избирателей. Соответственно, чуть пораньше, часа к 6, комиссия начала свою работу. Бюллетени были подсчитаны, проштампованы и подписаны 2 членами избирательной комиссии. Насчет явки можно сказать, что слабо, потому что сейчас 12 часов всего 6 избирателей посетило участок. Пришедшие на референдум граждане отмечают, что внутриполитическая обстановка их угнетает. Они хотят мира и спокойствия. Если я считаю себя гражданином Абхазии, я должна проголосовать. Все. Как я к этому отношусь, это уже мое личное дело. Хотела, чтобы было все, конечно, обоюдно согласовано, мирно, чтобы о нас там нигде, потому что все мои знакомые сразу позвонили. Что там у тебя? Может, уезжать тебе надо? Говорю, нет, у нас все нормально, как всегда. Элана Ласурия, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение. О ходе референдума, о том, какое количество избирателей приняло в нем участие, журналистов в течение дня информировал председатель ЦИК Батал Табагуа. Обзорный материал в репортаже Елены Лолуа. Возле Центральной избирательной комиссии целый день было немноголюдно. В половине первого председатель ЦИК Батал Табагуа дал первую пресс-конференцию. Он сообщил, что все избирательные участки открылись, как и положено, в 7 часов утра. Нарушений и жалоб на участки и в ЦИК не поступало. К полудню в референдуме приняли участие 725 человек. Всего в списке избирателей внесено 133 207 избирателей. На 12 часов по городу Сухум общее число голосующих 39 769. Приняли участие в голосовании 166 человек. Это 0,42%. Гагарский район. Общее число голосующих 26 747. Приняли участие в голосовании 174. Это 0,65%. Гудаутский район. Общее число голосующих 24 419. Приняли участие в голосовании 150. То есть это составляет 0,61%. Сухумский район. Общее число голосующих 7451. Приняло участие в голосовании 77 человек. Это составляет 1,03%. Гульдипский район. Общее число голосующих 12 110. Приняли участие в голосовании 87 человек. Это 0,72%. Ачамчирский район. Общее число голосующих 15 712, приняли участие в голосовании 62 человека. Кварчальский район. Общее число голосующих 6663, приняли участие в голосовании 25 человек. Галский район. Общее число голосующих 340, принял участие в голосовании 1 человек. Наблюдать за ходом референдума изъявила желание лишь одна политическая партия – Форум народного единства. Ее представители целый день работали на разных избирательных участках республики. Председатель ЦИК затруднился дать ответ на вопрос о том, в чем причины беспрецедентно низкой явки избирателей. Комментировать такие вещи
Что мне нужно сказать по-вашему? Но ни один пугливый сюда не привязал и жалобу не написал. Желание людей, видимо, такое. Граждан, которые должны голосовать. Как мне комментировать это? Как вы считаете? Еще до дня референдума в ЦИК поступила лишь одна жалоба от частного лица, связанная с отсутствием прописки. Батал Тапаго сказал, что не в его компетенции комментировать вопрос о том, имел ли право президент республики переносить дату референдума. А на вопрос о том, были ли у инициаторов референдума правовые основания бойкотировать его, Батал Тапаго ответил следующим образом. А вы хотите, чтобы я давал, как говорится, правовую оценку? Это Центральная избирательная комиссия по проведению референдума. Мы, как говорится, оценки, как говорится, подобного рода не даем, извините. По состоянию на 18:00 явка избирателей по всем округам составила менее 1%. Можно сказать, что референдум не состоялся. Батал Тапаго сообщил, что к избирательным урнам пришли 1322 человека. Город Сухум. Общее количество голосующих 39 769, приняли участие в голосовании 349. Это 0,88%. Гагарский район. Общее число голосующих 26 747. Приняли участие в голосовании 368. Гудаутский район. Общее число голосующих 24 419. Приняли участие в голосовании 171 человек. Сухумский район. Общее число голосующих 7 451. Приняли участие в голосовании 92 человека. Гулыревский район. Общее число голосующих 12 110, приняли участие в голосовании 137. Ачимчирский район. Общее число голосующих 15 712, приняли участие в голосовании 125 человек, что составляет 0,80. Кварчарский район. Общее число голосующих 6663, приняли участие в голосовании 44 человека, что составляет 0,66. Галский район. Общее число голосующих 340, приняли участие в голосовании 6 человек. На проведение референдума государством выделено 9,5 миллионов рублей, сказал Батал Тапаго. Деньги пошли на формирование избирательных участков, приобретение новой оргтехники, на бюллетени и ГСМ. Государство также выделило по 1000 рублей всем членам избирательных комиссий. Окончательные итоги референдума могут быть объявлены уже в воскресенье вечером, после закрытия избирательных участков. Елена Лоло, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Первый официальный день рождения, ставший отправной точкой новейшей истории Сухума. Жители города встретили с большим воодушевлением. Тысячи людей пришли на праздник. Отличительной чертой торжественного мероприятия стал даже не размах и масштабность празднования, а особый дух единства, сплотивший жителей города в едином порыве отпраздновать важное событие в жизни их любимого города. Праздник начался утром спортивными мероприятиями, как бы олицетворяя тех древних мореходов, которые прибывали сюда, когда Сухум был совсем юн, назывался Диаскурией, и у него за спиной не было 25 веков истории. Потом начались баталии за шахматными досками, на баскетбольной площадке и за столом для настольного тенниса. Все это время набережная была заполнена людьми, которые рассматривали работы учащихся Центра детского творчества «Айнар», фотографировались у скульптуры Сухум, пили кофе на Брехаловке и просто дышали свежим морским воздухом. На набережной Махаджиров ближе к вечеру детский эстрадно-музыкальный театр «Каданс» исполнял песни абхазской и русской эстрады, культовых рок- и джаз-музыкантов. Вечером в субботу на стадионе «Динамо» началось красочное театрализованное представление, в котором было задействовано около 500 человек. Для зрителей организаторы установили большой экран, на котором демонстрировались архивные кадры. Кроме того, закадровый комментарий сообщал о событиях, связанных с самыми важными датами в истории города. Театрализованное представление было посвящено разным периодам истории Сухума. Актеры Абхазского драматического театра, хореографические ансамбли республики и артисты абхазской эстрады, исполнявшие песни про Сухум, сделали этот вечер незабываемым.
Сегодня большой праздник, 2500 лет города. Это серьезная дата и свидетельство о том, что люди издревле жили на этой земле, наши предки здесь жили. Конечно, я, пользуясь случаем, от всей души хочу поздравить сухумчан, жителей и граждан Абхазии и всех, кто нас сегодня слышит, гостей я имею в виду. Здоровья вам и счастья. Мы хотим, чтобы наш город стал еще краше. Мы хотим, чтобы он еще стал доброжелательнее. У нас родилось и выросло очень много знаменитостей, кто принес славу не только нашему городу, а внес свою лепту в мировую историю, культуру, спорт. Я хочу пожелать молодежи здоровья, счастья и всем нам, чтобы мы могли жить и радоваться еще много-много-много-много лет. Программа представлений была разделена на несколько блоков. Диаскурия, римские легионеры, блок, посвященный времени правления царя Леона, Османской империи, также блок СССР. Отдельным блоком стала тема Отечественной войны 1992-1993 годов, освобождение столицы и сегодняшняя мирная жизнь. Низ Фаршба, Михаил Братухин, Беслан Джинджоли. Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 20-21, днем плюс 24-26 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.